Неизвестный солдат, каким ты был? Что ты видел? Это ведь ты в том страшном июне, в крепости Бреста, пересохшими от жажды губами передавал в молчащий эфир. Я минус крепость, я минус крепость, веду бой, держу оборону, жду подкрепления. Твой голос с вечностью шел. Это ведь ты, набрав полный ход, вместе с полуторкой провалился в ладожский лед. Ты шел по тонкому насту, таща за собой товарища, и вас обоих пургой занесло. Это ведь про тебя говорили солдаты немецкие, что из-за фанатика Красного больше 3 часов не мог наступать их батальон. Им не помогли огнеметы и мины. Ждали, когда израсходуешь боекомплект. Это ведь ты, в только освобожденной его деревне, делил с тем ребенком последний сухарь. Ребенок вырос, стал человеком, пронес образ твой с собой сквозь года. Ты его спас, а сам не вернулся. Это ведь у тебя нашли письмо недописанное, но личный не нашли медальон. Это ты пришел с маршевой ротой, но почему-то не значился в списках. Но в числе первых пошел на тот пулемет. Помнишь тот эшелон, что попал под бомбежку? Это ты ехал в нем и рвался на фронт? Жаль, не доехал. Жаль, не успел показать, как хорошо умеешь стрелять. Помнишь, как ты снаряд поднес заряжающему, и этим снарядом подожгли под Можайском тот танк? Невелика слава подносчика, но когда все решали секунды, ты его вовремя очень подал. Помнишь пятачок Невский, который был для Дольфо, как кнопка на стуле? Сколько таких кнопок нужно было насыпать, чтобы они 45-м превратились для него в цианид? Помнишь Керчь? Помнишь, как ты опоясанный лентой спрыгивал в море и шел брать на полундруганцу, смотрящего сны? Помнишь Днепровские пороги и плавни? Помнишь Севаший понтон тот, что строил, стоя по пояс в холодной воде? Это ведь ты шел брату высотку, когда комбат сказал: мужики надо, но танков не будет, поэтому работу делаем сами. И ты пошел, потому что так надо, потому что по-другому не мог. Все мы боимся, но настоящие люди гасят свой страх. Это ведь ты, под огнем ураганным, ушел на линию искать тот порыв, связь появилась, а вот ты не вернулся. Это ведь ты, дожигая в баке горючку, кружил над головами пехоты, в том маленьком ишаке. Боекомплект израсходовал и зубы сжимал от того, что ничем не можешь помочь. Но хотя бы морально, чтобы ребята увидели, и кто-нибудь, глядя на твой самолет, с надеждой сказал: воздух за нами, значит и землю будем держать. Это ведь ты все еще лежишь где-то там на Калининском фронте и до сих пор не знаешь, наш ли жив наконец. А помнишь, ты был ловким, как кошка, и брал языков. Обидно, тебя бы скоро представили к ордену славы, если бы не это проклятое минное поле на обратном пути. Это ты под Курском, весь закопченный, кричал до последнего: короткое, выстрел, пока не загорелся твой танк. Это ты партизанил под Брянском и пустил под откос тот эшелон? Это ведь тебя грело солнце теплой Болгарии, а девушки в Югославии дарили тебе свои улыбки. Это ведь ты тогда стоял в Берлине и, не зная ни слова по-немецки, кроме «Андиоч», громко кричал той толпе: в очередь, черти, сейчас всем каши налью. Это ты дошел до Берлина, хотел оставить автограф, но не оказалось ничего под рукой и сил не осталось начертить свое имя, даже куском кирпича. Это ты оборвал того американца строптивого и крикнул: «Передавай, хватит болтать!» Хлопнул его по плечу. Это ведь ты вернулся, а дома не ждут, считай давно пропавшим без вести. Мы все еще находим твои портсигары, фляжки и бакелитовые мундштуки. Зачем тебе было так много? Почему ты это все разбросал? Где ты, пропавший без вести, неизвестный солдат? Но стоит зайти нам в лес, и от Волхова до Смоленщины услышим, как переливается эхом: я здесь, здесь. П.С. Сказал, так как умею.